Десятки недостроенных помещений и увесистая связка ключей. Сразу не разберешься, как попасть в тот или иной объект станции Нижний Бестях. И там написано там. На дверях написано там первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. А, ничего, вот, Да. вот они так и идут, первый. Да. А этот какой? Внутри здания кажется, что еще вчера здесь работали бригады строителей. Вот только календарь за 2014 год напоминает, когда у подрядчика закончились деньги. С тех пор простаивают локомотивный комплекс, вагонное депо, дом отдыха бригад. И это лишь малая часть длинного перечня неработающих объектов. Этот недострой по проекту здания дистанции пути. Здесь под моими ногами должны быть уложены рельсы, а на ней стоять спецтехника. Но вместо этого только строительный мусор, брошенные инструменты и спецодежда. На грузовом дворе, где должны круглосуточно перерабатываться вагоны, и вовсе хозяйничают зайцы. Их следы натоптаны прямо среди конструкций козлового крана. Этот мощный подъемный механизм закупили, но собрать не успели. Почему он до сих пор разобран? Ну, лежит, не собирает. Нет, значит, у подрядчика, который должен осуществлять данные работы, нет финансирования на данную работу. И, соответственно, как и все другие его объекты, находится, вот как бросили, так и лежит. Имущество мы сохраняем, вот оно лежит все в сохранности. Станция Нижний Бестях – конечная Амуро-Якутской магистрали. Рельсы проложены по всей длине пути, и по ним сегодня ходят грузовые поезда. Правда, в режиме временной эксплуатации. Каждые 2 дня всего один состав. Чтобы линия на север ожила, стройку нужно завершить. Средства для продолжения работ 2 года подряд резервируются в федеральном бюджете. Но за время простоя компания-подрядчик обанкротилась и погрязла в судах. За этот период было несколько судебных разбирательств, и в частности, значит, арбитражным судом было принято, что генеральный подрядчик в лице Транстроя не виновен в срыве сроков строительства железной дороги, а контракт является действующим. То есть это исходило из того, что за этот период контракт претерпел 3 экспертизы. Генподрядчик и генпроектировщик всегда шли навстречу решениям, которые принимало правительство Республики Саха-Якутия по изменению проекта. Поэтому надо просто, вот, чтобы больше появилось доброй воли в переговорах, и я думаю, что вопрос будет решен. Всего на стройку потрачено почти 48 миллиардов рублей. Остались неосвоенными еще около 2 миллиардов. За несколько месяцев мегапроект можно завершить. Ситуацию под свой контроль взял президент Владимир Путин. По итогам Госсовета он поручил к 1 марта подготовить предложение. Мы совсем недавно встречались с руководителем РАО ЖД, господином Белозеровым. И, соответственно, там участвовали и железные дороги Якутии, в том числе и инвестор, который там работает. И мы определили план действий, и дорожные карты разрабатываем, и будем реализовывать это поручение президента страны. Из-за переноса сроков окончания стройки жители Центральной Якутии переплачивают за все, что сегодня завозится. Но самые большие убытки терпят муниципалитеты, прилегающие к железнодорожной линии. Республиканская целевая программа их социально-экономического развития на 2009-2015 годы практически сорвана. А ведь по замыслу авторов вокруг полустанков и разъездов должны появиться поселения и новые производства. Например, метанольный завод. Он должен быть построен однозначно, мое личное мнение, на станции Олень. 110 километров. Никому ничего не мешает. Граница Хангаласского, Алданского, Мегинского района, там, так сказать, условно, да, нету там водостоков, там все есть для того, чтобы развивать территорию. Еще одно поручение от Владимира Путина касается установления единого тарифа при осуществлении перевозки грузов по железным дорогам ЖДЯ и РЖД. Предложения на этот счет в Кремле ждут уже к 1 декабря. Тарифы по Якутской магистрали значительно выше, чем по России. 7000 километров пути из Москвы до Нерюнгри по цене несопоставимы с 3 сотнями от Нерюнгри до Томмота. Идет как бы перелом тарифа. Из-за этого возникает увеличение тарифа. И получается, что вроде бы одна страна, вроде бы одна сеть железных дорог, вроде бы якутские железные дороги – это дочернее предприятие российских железных дорог. Тем не менее, возникает проблема, что идет некое удорожание. Хотя товаротранспортная накладная выписывается единая. Тариф обременяет в том числе и недостроенная линия. Значительные средства идут на ее содержание и приведение к нормативам. Платить приходится и за единственный завершенный объект на конечной станции – железнодорожный вокзал на 400 пассажиров. Все эти годы он пустует в ожидании первого поезда. А пока здание отапливают и поддерживают в нем чистоту. Если его не поддерживать в текущем содержании, то просто через несколько лет он развалится.
Потому что по температурным режимам содержание оно все равно должно быть хотя бы выше нуля. В этом году во время обмеления верховьев реки Лена стальная магистраль спасла северный завоз. Взяв на себя часть объемов речников, железнодорожники перевезли груз до станции Нижний Бестях, тем самым доказав свою важность в надежном снабжении самого крупного региона страны и заслужив право на завершение строительства. Сейчас для новой железнодорожной ветки самый неблагоприятный период времени года. В межсезонье, когда нет переправы, поток грузов сводится к минимуму, а это снова убытки. И так до тех пор, пока не будет завершен весь транспортно-логистический комплекс с мостовым переходом через Лену. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Якутия.